Давайте обсудим эту тему. К нашему эфиру присоединяется Мухиддин Кабири, лидер оппозиционной коалиции «Национальный альянс Таджикистана». Здравствуйте. Добрый день. Замечаете ли вы признаки этой ксенофобии, возросшей в России? Может быть, вы какие-то тоже уже примеры можете нам сейчас рассказать об этом, потому что действительно в соцсетях, и вот опять же Радио Свободы, то, что я прочитал с Таджикистана, сообщает о вопиющих, конечно, случаях этой ксенофобии с таксистами. Бытовая и на государственном уровне, Аня, да, то, что происходит. Да, с этими это такой парадокс. С одной стороны, государство очень нуждается в людях, которые смогут работать, учитывая новую военную экономику и нехватку кадров, очень многих отправили на войну. А с другой стороны, люди готовы преследовать по национальному признаку тех, кто приезжает работать. То, что вы уже сказали, вдобавок к этому к нам поступает очень много информации, причем из людей, которые не заинтересованы, не хотят, чтобы их история попала как-то в прессу, а эти их истории, которые остаются за кадром, более ужаснее, чем те, которые мы видим в социальной сети или в прессе. Идет не только исламофобия или мигрантофобия, идет конкретные выплескивание этого негатива против конкретного народа, конкретной группы. Я очень боюсь, что вот эта все негативная волна будет иметь конкретный адрес, конкретное лицо, а это таджикский мигрант. И нас беспокоит больше всего то, что сейчас, в такие сложные моменты, президент Таджикистана, вообще правительство, вместо того, чтобы защищать собственных граждан, оно занимает позицию, которая полностью совпадает с официальной версией российских властей. Более того, мы считаем, что, скорее всего, таджикская власть тоже заинтересована в этой версии, потому что иначе оправдать репрессивную политику у себя дома невозможно. Таким образом, они могут показать миру, что этот народ, таджикский народ, он такой, без жесткой руки, без репрессий управлять этими людьми невозможно. И, скорее всего, отсюда и такое молчаливое согласие. И самое главное, самое печальное, что когда режут ухи, издеваются над таджиками, пусть это будет подозреваемый, но все-таки до суда у нас есть еще времени. А как раз в это время таджикский президент, он проводит масштабный концерт с участием тысячи людей, собирая всю элиту, и ни слова о тех таджиках, не только о этих 4 бедных таджикских граждан, но и вообще о тысячи других таджикских граждан, которые... Они, конечно, не бедные, а террористы, но, тем не менее, действительно, вы правы, что суда не было, это правда. Да. И обращаться даже с террористами так не могут. Да. Я все-таки исхожу из того, что очень много противоречивых данных, нет еще доказательств. Конечно, я не исключаю эту версию. Я, кстати, об этом в других моих выступлениях сказал. Но таджикская общественность, причем и те, которые сторонники правительства и сторонники оппозиции, они в большинстве своем не верят этим версиям, потому что очень много нестыковок. Но давайте оставим этот вопрос экспертам, пусть они в конечном итоге пусть разберутся. А моя задача, наша задача – это оценивать эту ситуацию с политической точки зрения, почему таджики так легко могут стать жертвами или экстремистских организаций, их очень легко могут рекрутировать, или они становятся жертвами провокации со стороны спецслужб. А почему действительно они так легко ими становятся? Как это Дело объясняется? в том, что таджики, более 2 миллионов таджикских мигрантов в России, они остались без каких-то духовных, религиозных, цивилизационных ориентиров. Таджикская власть, причем с поддержкой российской власти, они буквально обезглавили таджикскую диаспору в России. Были арестованы десятки среди мигрантов авторитетных личностей, юристы, адвокаты, журналисты, духовные лидеры. Я, будучи еще депутатом парламента, в течение 10 лет до моей миграции, я посещал, если не ежемесячно, хотя бы в год 3-4 раза Россию. Я буквально был от Владивостока до Калининграда, посещал все регионы, одновременно как депутат парламента и лидер
партии Исламского Возрождения, причем единственная официально зарегистрированная партия в постсоветском пространстве. Мы тогда общались с иммигрантами, объясняли им, что надо жить не только согласно Корану, Сунне и исламским учениям, но еще согласно местных традиций, обычаев, законов. Но это, видимо, не понравилось ни Рахмону, ни руководству России. Они запретили нас. Кстати, я бывший выпускник дипломатической академии России и бывший депутат парламента, нас запретили в России, арестовали, депортировали десятки авторитетных таджиков, и таджики в России оказались в такой сложной ситуации, и теперь для них ориентир, ценностный, духовный, религиозный ориентир остается только ИГИЛ и такие же организации, или сам глава государства Рахмон. Кстати, Рахмон, когда говорит, что у терроризма нет ни нации, ни религии, он частично прав, но он считает, что у терроризма есть лидер нации. Он себя назначил лидером нации, и причем по Конституции. И думает, что если он сам себя назначил лидером нации, то он уже главный авторитет и религиозный, и духовный, и политический. Но, видимо, вот эта тактика и стратегия, она вышла ошибочным, и на сегодняшний день мы имеем, к сожалению, вот этот печальный результат. Если коротко, где вербуют обычно таджикских граждан в ИГИЛ? На территории Таджикистана или на территории Российской Федерации? Как они попадают вообще? Нет, больше всего на территории Российской Федерации, причем из около 3000 активных членов ИГИЛ, которые так или иначе участвовали в боевых действиях в составе ИГИЛ в Сирии, на территории Сирии и Ирака. 80% этих молодых ребят, они были рекрутированы именно на территории России. Причем не только обычные мигранты, были среди них студенты, которые учились на юрфак, на довольно престижные вузы. Так что они, когда молодой человек, он далеко от дома, далеко от родных, причем в таких сложных условиях, очень легко его завербовать, рекрутировать. И я думаю, что миграция, Рахмон толкает таджикскую молодежь в миграцию и одновременно толкает их в объятия таких экстремистских групп. Да. Будем надеяться, что все-таки эта волна ксенофобская спадет и это все, конечно, связано с тем, как работают спецслужбы, что не дается предотвратить такого рода контакты и вообще функционирование и вербовку ИГИЛ на территории России. Я хочу в этом моменте поблагодарить всех, кто видных деятелей, не только представителей таджикской диаспоры, но и также россиян, которые в эти сложные моменты поддерживают таджиков, таджикских мигрантов. Я хочу их поблагодарить. Спасибо вам. Спасибо. Это был Мухиддин Кабири, лидер оппозиционной коалиции «Национальный альянс Таджикистана».